Культура расширяет и обогащает пространство красоты. Так пусть же вас окружает все самое прекрасное в этом мире. Мы приветствуем наших уважаемых зрителей на телеканале «Магаз». В эфире программа «Культура», в студии Лиза Барахоева. Главные темы выпуска. В Бетховенском зале Большого театра прошел концерт лауреатов международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, среди которых выступили именитые российские музыканты Дали и Адам Гуцериевы. Свадьба – премьера песни заслуженной артистки Республики Ингушетия Беллы Базоркиной. Войлочная летопись ингушей «100 ковров к столетию со дня основания ингушской государственности» подготовила доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Зарахова. В этом году наша республика отмечает столетие со дня образования ингушской государственности. И на протяжении всего года мы рассказывали о различных мероприятиях, приуроченных к этой важной дате. Практически каждый житель региона старается в своей области и в меру возможностей внести свою лепту в историю народа. Войлочная летопись ингушей «100 ковров к столетию со дня основания ингушской государственности» подготовила доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Зарахова. Государственная выставочная галерея Республики Ингушетия, которая находится в городе Сунжа, представила экспозицию из 100 войлочных ковров «Истинг». Каждое изделие уникально и передает колорит и красоту ингушской культуры. Важно отметить, что над этим проектом, по признанию самой Зейнеп Зараховой, она начала работать очень давно. Еще много лет назад мастерица планировала порадовать родную республику подобными шедеврами. Ведь в каждый «Истинг» вложена не только история нашего края, но и частичка человеческой души. Истинг – это символ Ингушетии сегодня. Истинг, который пришел из древних времен и сегодня еще продолжает все больше и больше вызывать к себе интерес. Истинг – это от слова «уст», «баран». У нас говорят «истин» – это как бы шерсть барана, овечья шерсть. Орнаментальные ковры создавались врезной технологией. То есть мы вырезаем эти орнаменты, перекладываем из одного полотна в другое, сшиваем, затем обрабатываем тесьмой. И эти ковры вешались только на стену. Большим открытием для нас было, когда Ахильгов Герихан нашел один из старинных альбомов «Галгай Гарчаш», ингушские орнаменты, 1924 и даже год 24 указан. Нашел альбом в Москве и купил его на рынке у пожилой женщины. Зарисовки, которые вошли в этот альбом, были сделаны 100 лет назад в рамках археолого-этнографической экспедиции в Горной Ингушетии первым профессиональным художником, очень известным из ингушей, Хаджибекаром Ахриевым. Альбом на меня произвел просто потрясающее впечатление. Очень древние такие композиции, очень древние заморфные такие формы, которые мы не наблюдали ни в последующих альбомах, ни в изданиях 70-х, 80-х годов. Герихан – человек, которого можно назвать краеведом. Именно сделано буквально такое вот открытие, это был какой-то прорыв, который вдохновил на производство ковров. В первую очередь Ахильгова Рашат. Ахильгова Рашат – это его сестра, она была мастером по пошиву платья. Все это ручная работа, огромнейший труд. Кто не шил, это не поймет, насколько это сложно. Истинг настолько он для меня дорог. И для наших предков они были так же дороги. Вот эти фотографии старинные, везде на фоне этих истингов фотографировались наши предки. Мы сейчас выставляемся где-то в музее, а они развешивали их во дворах, на заборах и фотографировали на память. Почему именно ковроделие было развито? Это потому что больше занимались овцеводством ингушей. И ковроделием занимались почти в каждом доме. Шерстью работали в каждом доме. В моем детстве все время и бабушка, и тетя, и мама, они всегда занимались рукоделием.
Моя бабушка потрясающая рукодельница, и все, что вот связано с коврами, с овечьей шерстью, с рукоделием, но ей было очень близко знакомо, и она буквально вот до последней минуты жизни вот занималась работой с овечьей шерстью. Но вот особо такой интерес все-таки вызывали те узоры, орнаменты, которые бабушка сама вышивала. И постоянно вот то, что вот перед тобой, оно все-таки оставляет в сознании образы, которые характерны. Но, конечно, позже уже начинаешь там пытаться их понимать, вчитываться в них. Я сама этнограф по специальности, доктор исторических наук, занимаюсь изучением традиционной культуры. Увлечение научным исследованием меня подвело к тому, что нужно самой руками попробовать все это. И это увлекло настолько, что вот я сейчас не представляю научную работу без одновременной работы над созданием самих ковров. Если бы я написал только то, что я знаю, написанное мною не стоило бы читать, ибо я знаю лишь то, что и все. Иногда мне самому хочется прочитать мною написанное, то, чего я не знал. Прошло уже более полувека, как поэзия Али Хашигульгова, чудесным образом явленная нам, остается заповедным местом для современной философской, лингвистической, этической, литературоведческой мысли. Гений национальной поэзии, литературы и живописи. Такие характеристики дают Али Хашигульгову литературные и художественные критики, которые в один голос заявляют, что равных ему нет. А если мы хотим убедиться в этом, достаточно взять в руки сборники стихов Хашигульгова и познать этот непередаваемый восторг общения с вечностью. Накануне исполнился 81 год со дня рождения поэта, и мне кажется, это отличный повод, чтобы каждый из нас освежил свои знания об его уникальном творчестве. В Бетховенском зале Большого театра прошел концерт лауреатов международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. Это единственное в России самостоятельное состязание по специальности виолончель. Конкурс уже стал заметным явлением в мировой музыкальной жизни, о чем свидетельствует его биография. В нем принимают участие молодые виолончелисты из России, Беларуси, Украины, Венгрии, Франции, Германии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Южной Кореи, США. На сцену Большого театра в этот вечер вышли талантливые артисты, победители конкурса Кнушевицкого разных лет, среди которых и именитые российские музыканты Дали и Адам Гуцериевы. «Музыка должна высекать огонь из людских сердец» – эта фраза Людвига ван Бетховена актуальна в адрес наших юных музыкантов, которым благодаря таланту и трудолюбию удалось не только высекать огонь в людских сердцах, но и поддерживать в них яркое пламя. Адам и Дали Гуцериевы – наглядный пример для молодежи, который демонстрирует то, что любовь к выбранной профессии должна сочетаться с готовностью к полной самоотдаче. И только благодаря упорной работе вы придете к долгожданному успеху. Каждый музыкант должен участвовать в конкурсах. Ну, по крайней мере, так устроено у классических музыкантов. Это норма. Если ты исполнитель, ты должен получать премии хорошие. И даже я не имею в виду какие-то денежные вознаграждения, а премии как часть твоего портфолио, которое ты потом будешь показывать другим. На сцену Большого театра в этот вечер вышли талантливые артисты, победители конкурса Кнушевицкого разных лет. Музыка, которую исполняли музыканты, давно покорила сердца слушателей во всем мире. В программе концерта произведения Чайковского, Рахманинова, Шопена и других гениев. Утонченное звучание инструментов, исполнительское мастерство ярких музыкантов позволило насладиться незабываемой атмосферой праздника музыкального искусства. Напомним, что в 2014 году на конкурсе имени Святослава Кнушевицкого победила молодая виолончелистка Дали Гуцериева, а сегодня она одна из самых гастролируемых виолончелисток России. Это было в 15 лет, и, разумеется, я помню это дичайшее волнение, которое у меня присутствовало, и неверие, когда я каждый раз слышала, что Дали, ты прошла на тур вперед, Дали, у тебя первая премия, и эта эйфория, которую я испытала, это одни из самых моих светлых и золотых воспоминаний в моей виолончельной карьере. Этот конкурс исключительно виолончельный, это исключительно наш конкурс. Этот конкурс проходит у нас. На этом конкурсе очень много людей, которых я знаю. И, наверное, для меня этот конкурс особенный тем, что он был моим первым конкурсом.
и он всегда у меня такое очень теплое какое-то чувство вызывает. За ее плечами победы и на других конкурсах. В международном конкурсе в Манчестере, American Virtuoso в Нью-Йорке, международном конкурсе Один в Дании, международном конкурсе в Токио и многих других. А в конце прошлого года Дали вошла в состав жюри конкурса Кнушевицкого. Мы с Дали прошли очень непростой путь. И работа над звуками, работа над фразой, над интонацией – это всегда очень такой процесс, который захватывает. Это не всегда приятные комплименты. Мне очень было важно, чтобы вот те ее хорошие качества, которые ее наделил переводу, чтобы я мог еще поделиться тем, чем меня научили мои учителя в Московской консерватории. И вот сейчас я очень рад, что вот мы вместе уже выступаем. Она заканчивает ассистентуру, стажировку Московской консерватории, тоже уже может преподавать. Безусловно, есть что передать и своим юным коллегам. Она одна из наших, так сказать, основных светил, так сказать, этого конкурса. Она на втором конкурсе приняла участие, получила золотую медаль. И далее у нее, собственно, складывается замечательная карьера. Вот она играет, выступает с большим успехом в концертах. Она очень яркая, так сказать, виолончелистка. Дай Бог, как говорят, ей дальше такого большого прогресса. Она прибавляет все время, потому что она часто играет и с оркестрами, а это большой рост для исполнителя. Поддержал выступление Дали ее брат, пианист Адам Гуцериев. Он аккомпанимировал сестре в сонате для виолончели и фортепиано Брамса. Адам – ученик Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Во-первых, потому что моя сестра была членом жюри. Для меня это было очень важно ее поддержать, потому что это очень сложная задача. Во-вторых, просто очень приятно поддержать виолончелистов, потому что у меня много друзей виолончелистов. Моя сестра виолончелист, мой лучший друг виолончелист. Прекрасный конкурс, я там был, мне очень понравилось. Музыкальную карьеру он начал в 5 лет, а уже в 11 победил на международном конкурсе молодых пианистов Амигдала в Италии. Адам – неоднократный победитель и других престижных международных конкурсов, в том числе в Дании, Великобритании, Франции, Бельгии и в других странах. В этом году он завоевал первую премию в немецком конкурсе Fanny Mendelssohn International Competition, регулярно гастролирует за рубежом. Адам, собственно говоря, мы его стали приглашать в концерт, в фестиваль. Он, собственно, талантливый человек. Как раз он в начале своего творческого пути, поэтому его только пожелать дальше большой работы и больших успехов. Собственно, он талантливый человек. У него все, кажется, есть, а остальное все зависит от него, от его трудолюбия, но он уже, так сказать, яркий музыкант. Мне хочется отметить, что российские музыканты, наши земляки Адам и Дали Гуцериевы, уверенно покоряют своим талантом мировую арену классической музыки, выступают на самых престижных музыкальных площадках земного шара. И самое главное, то, что они через свое творчество дарят людям на всей планете частичку тепла своего сердца и положительные эмоции.
«Свадьба» — так называется композиция заслуженной артистки Республики Ингушетия Беллы Базоркиной, премьера которой состоится сегодня в нашей программе на Национальном. Мы пригласили Беллу к нам в студию. Здравствуй, Белла. Здравствуй, Элиза. Белла, у тебя очень активная такая творческая жизнь. Расскажи, пожалуйста, над чем сейчас работаешь, чем занимаешься? В данное время я занята записью новых песен. Мои коллеги, наверное, знают, как это сложно, какая это кропотливая работа, затратная во всех отношениях, потому что поиск текста, музыки, воплотить это все в жизнь, это все большой труд. И сейчас конкретно я занимаюсь расширением своего репертуара, поскольку расширение репертуара требует моя деятельность. То есть Белла сейчас ушла больше в музыку, нежели в актерское ремесло, верно? Или одно другому не мешает? Нет, у меня как-то получается это все совмещать, одно другому не мешает, а наоборот дополняет. В моем случае не могу сказать, что где-то какое-то из моих направлений перетягивает на себя одеяло. Я считаю, что пока у меня получается как-то одинаково уделять всему время, поэтому как-то все по плану. А в большей степени ты чувствуешь себя в душе актрисой или певицей? Что бы ты выбрала, если бы вот необходимость была что-то одно исключить? Ну, я надеюсь, что такого выбора никогда не будет, потому что для меня это неотъемлемые два направления. Одно другое дополняет? Да, в моем случае, да, потому что я училась именно в этом направлении. Мы играли музыкальные спектакли, драматические спектакли, то есть я могу и в драматических спектаклях играть, и в мюзиклах, и в музыкальных. Последняя твоя роль, Мартирио, достаточно неоднозначная, неординарная, это девушка с нелегкой судьбой, и достаточно такой необычный формат, и сам спектакль для нашей республики, это Испания, это очень далеко, но и с другой стороны, мне кажется, даже близко. Очень близко, правильно ты говоришь, Элиза, потому что, да, я хочу сказать, что это был такой не очень-то и привычный стандартный формат, прежде всего для нас, актеров, и для зрителей тоже. И ты правильно подметила, что это, казалось бы, далеко, но по ментальности очень близко, потому что 50-е годы, казалось бы, не очень далеко, но у них были такие суровые традиции. То есть, если там умирает кто-то в семье, там отец. Ты играла одну из дочерей. Да, я играла одну из дочерей, одну из 5 дочерей, той самой вдовы, которая посадила всех 5 дома в знак траура по своему мужу на 8 лет. Но все бы ничего, если бы еще моя героиня не была с горбом, была немощной, хилой, некрасивой. Мне впервые в жизни пришлось примерять такой образ. Я, правда, благодарна нашему режиссеру, что он мне доверил, потому что как-то вот красивых, легких... Нет, не то чтобы выбирала, у нас был такой общий совет, и когда была раздача, я там прочитала «Мартирио», «Девушка с горбом». Я говорю: ой, Ахмед, можно я попробую? Получается, выбрала сама. Ну, как-то так мы, обоюдно у нас так это все получилось, потому что мне давно хотелось что-то такое вот... либо старое, либо не очень красивое сыграть. До этого у меня всегда были героини такие темпераментные. Стереотипы разрушить, да? Ну да, прежде всего себе самой доказать, что у меня получается что-то другое еще играть, не только там роковых, там, знаете, героинь. И вы знаете, вот у артистов, у актеров очень часто, либо в кино, либо в театре бывают какие-то, когда драматическая роль, что-то с ними происходит очень часто, и это правда, это у многих артистов, вот я слушаю всякие интервью, читаю, очень часто, когда вот такие сложные драматические роли, обязательно что-нибудь должно произойти, и я была не исключением. Но благо спектакль уже подходил к концу. Роль была отыграна? Роль была отыграна мужественно. Благо там по сюжету была возможность немножко постонать, потому что я бежала, чтобы не выпустить сестру из дома, и какая-то там потасовка получилась, и в этой потасовке было допустимо, знаешь, так немножко... А упасть ты должна была тоже? Я должна была бежать, и я подскользнулась, когда бежала. Зритель подумал, что так и должно быть. Конечно же, это было очень больно. Было настолько больно, что у меня было все лицо в поту. И девочки, мои партнерши, они говорят, что мы так испугались. И мы сначала, говорят, мы думали, что ты плачешь, настолько вжилась в роль, что ты плачешь. Но потом они поняли, что что-то со мной не то, что у меня было все лицо
в поту, в слезах, я уже даже не помню. В общем, каким-то чудом мне удалось доиграть спектакль, благо оставалось минут 5. Пару раз, мне кажется, я даже чуть в обморок не упала, но сознание того, что полный зал зрителей, финальная кульминационная сцена, вот это все помогло мне держаться. Люди не догадались? Нет. Люди потом, которые знакомые были в зале, подходили и говорили: как ты играл? Как ты играла финальную сцену? В общем, на поклон, конечно на самом деле я не играла, мне я было не играла, больно, мне да. было очень плохо, да. Но, конечно же, на финальный поклон меня уже не хватило сил. Я прям там за кулисами где-то легла. И реально перелом, да? Да, это был перелом. Я почти месяц ходила в гипсе. В общем, вот такие вот, в общем, все стадии, все краски актерства мы у нас в театре проживаем. Но пусть это будет самой большой неприятностью за всю твою Дай жизнь, и Бог. впереди у тебя будут не переломы, а взлеты, и яркие, и красивые, и такие же яркие, как ты сегодня. Спасибо. Мы знаем, что ты пришла к нам не с пустыми руками. У тебя песня, долгожданная песня, которая, мне кажется, вот самый раз сейчас, потому что у нас лето, как Да. раз таки, когда образовываются новые Сезон семьи. свадеб сезон открыт, свадеб. можно так сказать. Можешь рассказать, кто автор музыки и слов, и как родилась вообще композиция? Я на самом деле с прошлого года думала о том, что хорошо было бы в репертуаре иметь что-нибудь такое тематическое, свадебное. Моя хорошая знакомая, она музыкант, она пишет и музыку, и текст, ее зовут Инна, она из Дагестана. Мы на самом деле уже, это наша 3-я совместная композиция, я думаю, что не последняя. В общем, я ей сказала, она мне прислала. Все как-то так легко получилось у нас. А сама вносишь какие-либо коррективы в текст? Я сама не берусь, поскольку у меня очень такие слабые способности в этом направлении, но я могу сказать, где мне не нравится, и они корректируют. Поэтому как-то так вот я не лезу туда, где у меня не очень. Как часто у тебя совпадает то, что нравится тебе, и становится ли это хитом? Пару раз совпадало, что это обоюдно. Я заметила, что в основном артисты говорят о том, что это идет вразрез. Вот та песня, которая им нравится я и больше говорю, всего, пару она раз становится хитом, и наоборот. не могу похвастаться, что вот я сказала, что вот это точно выстрелит, и вот что это получилось обоюдно, не всегда. Немаловажную роль играет качественная аранжировка. В твоем случае это кто? Ты правильно заметила. Во-первых, это финансово очень недешево, могу сказать. И но оно того стоит, оно это того всегда стоит. бывает слышно. Зачастую половина успеха зависит именно от аранжировки. Бывает там у тебя шикарный текст, музыка, а если аранжировщик не очень красиво, качественно или тебе по вкусу сделал, она вообще может быть неинтересна. Или же какая-то песенка... Несмотря на мотив даже. Да, красиво. или какая-то там 3 нотки песенка, но с хорошей аранжировкой, так богато, хорошо звучит. Я работаю уже, наверное, это 4-я наша совместная работа с Абу-Бакар. Есть такой потрясающий музыкант с Чеченской Республики, очень деликатный, пунктуальный. Я считаю, что аранжировщикам нужно набраться терпения, потому что мы немножечко бываем не то чтобы капризными, но где-то требовательны, где-то нам что-то не нравится. Вот эту песню лично, вот «Свадьба», я ее 2-й раз перезаписывала, потому что первый вариант мне не понравился, я ее так неделю послушала, я говорю, нет, надо заново. А кто является твоим главным критиком? Поехала. Можно я угадаю? Наверное, мама. Нет, маме Нет? все нравится, все, что я делаю. И Лиза, моей маме, наверное, как и всем мамам мира, нравится все, что делают их дети. Их дети самые красивые, самые правильные. Нет, не мама, наверное, мои близкие друзья, которые являются тоже музыкантами, у которых есть хороший музыкальный слух. Но сегодня твоим критиком выступит аудитория национального канала, это наши уважаемые зрители, и я выражаю уверенность, что им очень понравится. Спасибо, я надеюсь. Сегодня солнце ярко светит, и вокруг горят огни. Еще вчера вы были дети, а теперь жених с невестой вы. Сегодня солнце ярко светит, связала вас одна судьба. Вы сохраните все чувства эти, рука об руку навсегда.
сердцах. Пусть вас обходят все ненастья, и горит огонь в глазах. Одной тропинкой идти вам вместе, друг другу вы даны судьбой. Теперь не просто жених с невестой, вы стали мужем и женой. Свадьба — это праздник долгожданный, свадьба — новая семья. Свадьба, где все любимые, желанные, все родные и друзья. Свадьба — это праздник долгожданный, свадьба — новая семья. Свадьба, где все любимые, желанные, все родные и друзья. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч.